Фильм о Якутии в Каннах. Картина «Кочевое детство» французского режиссера Криса Булая ищет промоутеров на Каннском кинофестивале. Съемки картины проходили в Тибете, Монголии и Якутии. Обо всем подробнее в сюжете Афанасия Николаева. Монголия, Тибет и Якутия и одно кочевое детство. В ноябре и декабре 2012 года съемочная группа из Франции работала в Хану Мумского района. Завязка сюжета в нашей республике происходит, когда девушка теряет ребенка в снегу и малыша находит северный олень. Правда, развязку создатели фильма пока держат в тайне. Причем во всех ролях играли простые жители поселка, почти профессиональные актеры. Некоторые из жителей поселка почти профессиональные актеры. Они заняты в любительском местном театре. И долгое время они выступали в этой самодеятельности. Так что они все-таки актеры. Кроме Якутии, съемки проходили в Тибете и Монголии. Красная линия всего фильма – жизнь кочевых народов. После окончания съемочного процесса почти полгода шла адаптация фильма под европейского зрителя и перевод. Причем в постпродакшене участвовала студентка из Якутии. На якутском языке субтитры уже переведены. Сделала Саргилана Нафанайлова и на русский язык перевела Саргилана Николаева. Своей основной целью создатели фильма сделали жизнь трех народов без прикрас и показушного экстрима, чтобы без перегибов и лишних надуманных трудностей донести до европейского зрителя историю. Например, когда мы приехали на стойбище, там, где жили в стадо, там, где живут оленеводы, мужчины там спросили: а вы хотите, чтобы мы оделись в шкурах? А мы сказали: а в чем вы обычно одеваетесь? И они сказали: ну, мы в камуфляж обычно одеваемся. А мы сказали: ну, мы не хотим менять истину, правду, мы хотим показать жизнь такую, как она и есть. Сейчас создатели фильма ищут промоутеров в Каннах и планируют участие в нескольких кинофестивалях, включая Венецианский. Помимо этого, команда из французского «Пигмент-фильма» обещает пусть и ограниченный прокат картины на местах съемок в Монголии, на Тибете и в Якутии. Афанасий Николаев, НВК Саха, Якутск, Канны.